Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вернуться к материалу недельной давности, рейду по игровым заведениям Якутска. Он проводился членами Межведомственной городской комиссии по регулированию игорного бизнеса. Так вот, в пятницу сегодня руководитель этой комиссии разбирался с тем, что удалось сделать за неделю по следам вот того самого рейда. Но вначале несколько слов о наиболее значимых событиях дня. Здравствуйте. 10 человек были госпитализированы с диагнозом гепатит в инфекционное отделение Нерюнгринской районной больницы из временного поселка строителей трубопроводной системы Восточная Сибирь Тихий океан в районе поселка Нагорный. У остальных строителей уже взяты анализы крови. К вечеру в пятницу результаты лабораторных исследований будут готовы, и городская комиссия по чрезвычайным ситуациям рассмотрит дальнейшие шаги. Ну а что касается версии вот этого инцидента, то их пока нет, по очень простой причине. Дело в том, что, как выяснили городские власти, временный городок вот этих строителей трубопроводной системы, он был сдан в эксплуатацию безо всяких каких-либо согласований с контролирующими органами. Но там даже нет, извините, выгребных ям и уж тем более септиков. Подрядчик очень небрежно отнесся к этому городку. Да, и вот по этой причине прокуратура Нерюнгри сейчас рассматривает вопрос о возможности и необходимости возбуждения уголовного дела. Тем временем 12 пенсионеров Нерюнгри продолжают голодовку протеста. Состояние здоровья медикам опасения пока не внушает. В этой акции участвуют люди в возрасте от 53 до 75 лет. По их подсчетам, отказ Пенсионного фонда России начислять к их пенсии северный коэффициент 1,7 лишает каждого из них 1200 рублей в месяц. Да, и вот напомню в этой связи слова руководителя инициативной группы Ольги Смирновой. Мы вчера их приводили. И так вот, ее пенсии хватает на то, чтобы тратить в день только 44 рубля. И в результате, когда она покупает лекарства, то у нее не остается денег ни на хлеб, ни на молоко. Мы уже сообщали об ужасной находке волонтеров при уборке Вилюйского тракта, трупе младенца. Девочка с перерезанной пуповиной, ростом всего в 20 сантиметров, была завернута в полиэтилен, спрятана в коробку и выброшена у дороги. Сыщики ведут расследование и в том числе ищут ведь и мать этого младенца. Стали известны некоторые детали этого, по всей видимости, убийства. В медицинских учреждениях сейчас ведется опрос персонала для установления личности женщины. А тем временем, чтобы ускорить эти поиски, столичная УВД объявила о вознаграждении в 20 тысяч рублей за какую-то информацию по этому преступлению. Теплоход на воздушной подушке «Марс» накануне впервые преодолел Лену между Якутском и Нижним Бестяхом. По свидетельству очевидцев, дорога в оба конца заняла 3 часа и была не из легких. Сложности начались в нескольких метрах от берега Лены. Судно с трудом преодолевало на малой скорости лужи и торосы. А на фарватере реки порывы ветра то и дело бросали теплоход из стороны в сторону, а то и вовсе разворачивали его. А ведь «Марс» — это не первый подобный теплоход на Лене. В самом деле, несколько лет назад речники попытались запустить в эксплуатацию подобный теплоход, но гораздо больше емкости. Да, и тот, в общем-то, не стал, я бы так выразился, рабочей лошадкой. На него очень сильно рассчитывали для того, чтобы перевозить людей в такие межсезонья весной и осенью. По неизвестным пока причинам он куда-то исчез. Итак, возвращаемся к репортажу недельной давности по игровым заведениям Якутска. Тогда был рейд. Сегодня руководитель межведомственной комиссии, он же первый заместитель председателя окружного собрания депутатов Павел Петров, устроил своего рода разбор полетов. Выяснял, что удалось сделать для наведения порядка. Оказалось, самую малость. Инспекторы в округах Управления потребительского рынка и услуг мэрии предписали владельцам заведений представить пакеты документов на право существования своего бизнеса. У нас есть конкретные те залы, которые у нас даже по первому взгляду, даже по нашему объезду, они не соответствуют. Какие меры действия, воздействия принимаются именно к тем несанкционированным, а именно их нельзя никак по-другому назвать, вот этим игровым залам, которые находятся в жилых домах, которые не соответствуют площадям своим, сразу на первый взгляд, у которых даже нет разрешения на занятие такого рода деятельности. Значит, я предлагаю каждому из вас в понедельник в 5 часов дать краткую информацию в письменном виде по тем заведениям, которые находятся у вас. Сергей Павлович, вам 24 числа, я считаю, что вы должны направить запрос в прокуратуре о приостановке действия таких игорных заведений, которые не соответствуют полностью. Хорошо. 24 числа готовьте полностью тогда весь этот самый список и отправляйте в прокуратуру. Наверное, хватит тянуть это. Предприниматель будет нести еще в течение месяца и доказывать свою правоту. Пускай разбираются с ними правоохранительные органы. Вы отправьте в этот сам. Это первый вопрос. Второй вопрос, Сергей Павлович. Существует в окружном совете комиссия
Я думаю, что вам нужно включать этот вопрос по игровому бизнесу, по игровым залам, выносить на комиссию, чтобы было уже подготовлен законопроект. Либо 22 либо 29 мая у нас состоится сессия, и этот вопрос был рассмотрен на сессии. Готовьте к этому. Сроки вы знаете, подачи документов. Положение, распоряжение, не знаю как там, решение. Но вы готовьте. При этом, значит, мы договорились по игровым залам, значит, вы даете информацию полностью. Какие меры воздействия. Кратко, под каждым должна быть характеристика. В комиссии выяснилось, что далеко не всегда законы о регулировании игрового бизнеса могут быть подспорьем в работе властей. В частности, как считать 200 метров от игрового зала до образовательного учреждения? Напрямую, через дыру в заборе, через которую ребятишки и бегают с уроков, или по пешеходной тропинке? пешеходной зоне. В общем, более 200 метров, 207 метров, господа, говорю, где это написано? Это что, от входа до входа? Извините, вот они дети, вот она школа. Буквально примыкает, скажем, в нескольких шагах друг от друга. Дельта закончилась, и вот забор школы. Причем же здесь вход отсюда и вход в школу. Делали запрос на наш ЛТМ, чтобы они разъяснили. В законе действительно сказано 200 метров, но не прописано как. Да, По пешеходной зоне, от угла здания до угла здания, от входа до входа. Там написано, просто стоит цифра 200 метров. Предприниматели со своей стороны, значит, они говорят, в законе это не прописано, пожалуйста, давайте читать будем по пешеходной зоне. На сегодняшний день мы со своей стороны можем разъяснить только руками, пока не будет у нас такого разъяснения. А на сегодняшний день ни протест прокурора не может быть, ничего не может быть, именно под, как вы сказали, по этим метрам. Разъяснение будет, мы сразу начнем принимать меры в этом. Поэтому, в принципе, там вот, потому что вот эти вопросы у нас на сегодняшний день существуют, я хочу повторить, всего два у нас такого рода заведений, которые обладают полными правами на открытие. У всех остальных есть нарушения, мелкие, большие нарушения, но они есть. Да. Очень большое нарушение идет в том, что именно это заведение является игровым назначением, целевого назначения. Понимаете, они идут под торговыми центрами, под развлекательными центрами, культурно-досуговыми центрами они идут, понимаете, очень много. Но есть, конечно, такие жесткие нарушения, как вот в жилых домах, в официальной близости уже, которых эти 200 метров не попадают. А это значит, что власти в ближайшее время в отношении подобных нарушителей начнут действовать. Между тем, два таких заведения закрылись по инициативе владельца. Это зал Еврокон и один из наиболее одиозных залов в 4-м магазине. Если вопросов нет, то давайте мы перейдем к третьей теме, это по компьютерным залам, так называемым интернет-кафе. На сегодняшний день у нас в городе Якутске произошел такой бум по компьютерным залам. При этом наши дети, да, маленькие, они просиживают там днем и ночью. Мне бы хотелось в первую очередь поднять сначала эту проблему. И, в конце концов, какие меры воздействия мы можем в этом деле применить. В целях чего это предусматривается? В целях, в первую очередь, в целях здоровья тех, кто посещает эти игровые залы. Во-вторых, все-таки культура этих залов, где это все происходит. Продается ли там спиртные напитки для наших детей? Не продается. Какое качество обслуживания этих залов? Что у нас на сегодняшний день происходит в нашей компьютеризации? Какие залы? Сколько их количество? Кто собственник? При этом поднять, наверное, вот это положение окружного совета, соответственно этим окружному совету, поднять республиканский закон и поднять федеральный закон. Я прошу, Сергей Павлович, вас полностью наделить всеми вот такими вот соответствующими регламентирующими документами своих специалистов. Интерес межведомственной комиссии к компьютерным залам приведет, скорее всего, к таким же последствиям, что и при интересе к игорным заведениям, прежде всего к рейду. Ну а о том, как будут развиваться события на самом деле, мы расскажем по мере поступления новостей. На сегодня все. Встретимся с вами в понедельник. Всего доброго.